Это новости экономики в прямом эфире. В студии работает Нургуяна Иванова. С 1 июля на 14 копеек вырос тариф системы «Платон» за проезд большегрузов по федеральным трассам. Теперь владельцы большегрузов будут платить за использование федеральных трасс 2 рубля 4 копейки за километр. В 2020 году этот тариф составит 2 рубля 20 копеек за 1 километр, а с 1 февраля 2021 года 2 рубля 35 копеек за километр. Напомним, что первоначально стоимость проезда для таких машин составляла 1 рубль 9 копеек за километр пути. Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз. Рост сегодняшнего дня, 1 июля, составит 2,4% к январю 2019 года. Это связано с повышением с 1 января текущего года ставки НДС с 18% до 20%. До настоящего времени плата граждан за коммунальные услуги индексировалась однократно, только с 1 июля, как правило, в среднем на уровне 4%. В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах. Теперь продукты без содержания заменителя молочного жира должны стоять на отдельной полке. В скором времени специалисты Роскачества также проведут рейд и выяснят, сколько торговых точек изменили молочные полки в соответствии со вступившим в силу постановлением. Разделение продуктов одной категории с разным составом является довольно распространенной мировой практикой и направлено в первую очередь на то, чтобы потребитель быстро и безошибочно мог идентифицировать необходимый для себя вид молочки. Эксперты Национального союза производителей молока ожидают, что и дальнейшее разделение молочной, смешанной и растительной категорий будет способствовать повышению потребительской грамотности населения и росту спроса на натуральную молочную продукцию. Налоговые отчисления алмазодобывающей компании «Алроса» в бюджет Якутии в прошлом году составили около 76 миллиардов рублей. Об этом на полях второго дальневосточного медиафорума, который проходит в Якутске, сообщил глава республики Айсен Николаев. Собственные же доходы бюджета Якутии составили около 162 миллиардов рублей. Мост через реку Лену повысит транспортную доступность Якутии до 83%. Об этом заявил заместитель председателя регионального правительства Кирилл Бычков на сессии второго дальневосточного медиафорума. Он также подчеркнул, что этот вопрос выживания и качества жизни. Отметим, что строительство моста через Лену вошло в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока, утвердить которую планируют в сентябре. Реконструкция портовой инфраструктуры морского порта Тикси на севере Якутии оценивается в 2,5 миллиарда рублей. Значимость порта обусловлена перспективным промышленным освоением арктической территории. Согласно укрупненному расчету, объем перевозок грузов в северо-якутской опорной зоне в 2030 году увеличится в 3 раза до 1 миллиона тонн в год. Возрождение порта, расположенного на берегу моря Лаптевых, в арктической зоне региона позволит ускорить вовлечение Таймылырского месторождения каменных углей с запасами каменного угля в 323 миллиона тонн, оценивают власти региона. Сейчас производственные мощности порта используются менее чем на 3–5%. Основной проблемой порта является высокий износ причальной стенки и перегрузочных портальных кранов. Крановое хозяйство отработало более 30 лет, износ составляет 90%. Энергетика, инфраструктурные проекты, а также развитие так называемой голубой безотходной экономики и объектов связи являются самыми перспективными для иностранных инвесторов направлениями на территории Российской Арктики. Об этом также в ходе второго дальневосточного медиафорума сообщил вице-председатель Арктического экономического совета Тера Ваурасте. Он сообщил о создании новой системы «Арктическая инвестиционная матрица», которая облегчит сотрудничество между крупными и маленькими компаниями в Арктике. Он подчеркнул, что уже подписан меморандум о работе в этом направлении с Арктическим советом и пригласил заинтересованных предпринимателей участвовать в создании системы. В продолжение темы финская компания Helsinki Shipyard O построит первое экспедиционное судно для арктических круизов по заказу компании «Водоход» в 2021 году. Строительство второго будет завершено в 2022 году. Суда будут использоваться на северных реках. Кроме того, они смогут курсировать по Северному морскому пути. Каждое судно рассчитано на 150–160 человек, а его стоимость превышает 100 миллионов евро. На данный момент рассматриваются различные варианты участия в проекте финансовых институтов, в том числе государственной транспортной лизинговой компании с возможной поддержкой финского экспортного агентства. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.